Салам алейкум, hürmetli тамашачия. Чина Сюбет Тхозва районда Кардика многофункциональный центр да чи ахали резгзов соларовозва налоговая льгота налогарим пата казилер чилери налогра имущественный налогра а возва джуреб казилер образлозва налоговый льготарва и меселая ачухум патал и меселая хихтин казилер вот чирум патал во килограмм патал чу там в районе эмфацидис во чи сюбечи баянар гузакас и эмфацидин юрист Юсуфова Хадижа Салаватовна. Салам алейкум. Хадижа Салаватовна кес чизвабал чи ахалер и юридический чирвлер Тимилова гзапро Аллахтунда хагни келунар Тимилезва законарни дигишезва ха и чина лаха меселера хикти казилилер вата час кне баянар ганганза. Здравствуйте еще раз. Вообще в основном к нам обращаются люди с вопросами по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Это то, что касается жилые дома, квартиры, то, что в собственности у наших граждан оформлено. По этим налогам немножко поясню, какие льготы бывают и что нужно сделать, если до сих пор человек не получает эту льготу, чтобы ее получить. Есть определенный перечень льготников, которые освобождаются от налога на имущество физических лиц, то есть налог на квартиру, на жилой дом. Перечень достаточно большой, основные категории я здесь перечислю, это инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, ветераны боевых действий, чернобыльцы, члены семей военнослужащих, погибших, да, ну и еще есть этот перечень достаточно широкий, как я сказала. Для этих категорий граждан предусмотрено освобождение от налога на жилой дом и квартиру, еще раз повторюсь. Сведения, в принципе, в налоговой должны быть по этим категориям льготникам, но если по какой-то причине вы относитесь к этой категории, но не получаете налоговую льготу, нужно подать заявление о предоставлении этой льготы в налоговую. Заявление можно подать в том числе и через МФЦ. Обратиться к нашим операторам, заполнить заявление, мы направляем в налоговую. Там это заявление в течение месяца рассматривается и приходит уже решение либо о предоставлении, либо об отказе, если какие-то сведения не подтвердились. Что касается земельного налога, опять же, достаточно широкий круг льготников есть по земельному налогу. Туда входят и уже перечисленные мною категории граждан. Так, что касается земельного налога, из налоговой базы, то есть та сумма, из которой рассчитывается ваш налог, высчитывается стоимость 6 соток земельного участка. То есть в результате этой льготы ваш налог существенно понижается, сумма налога, которую нужно уплатить на этот земельный участок. Опять же, если вы относитесь к льготникам, то есть инвалид, пенсионер, ветеран и так далее, но по какой-то причине эту льготу не получаете, можно обратиться опять же в МФЦ, написать здесь заявление и ждать уже ответа от налоговой. Чтобы подать эти заявления, при себе необходимо гражданам иметь, естественно, паспорт, ИНН, номер, который присваивает налоговая, документ о праве собственности на тот объект, на который подается заявление. То есть либо это земельный участок, либо это жилой дом или квартира. На основании этих документов уже мы здесь поможем заполнить заявление. Можно также подать заявление о льготе по транспортному налогу. Здесь немножко другие условия. Пенсионеры, например, освобождаются от уплаты транспортного налога на 50%, если в их собственности имеется легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. И еще есть категория льготников, которые освобождаются от уплаты транспортного налога, там тоже достаточно широкий перечень. Опять же, можно обратиться к нам, выяснить, имеете, не имеете права и заполнить заявление. Хадиш Салаватовна час чизвавал, хрень вахтар лахата жида харса коле
транспорт авазо хабр чечиза вол транспортный налог то облага от изва ах букне казилвер калхана час хан казилвер ка гала вол лахан конза хихти категории рис чиалери хихти казилвер вода. Есть категория льготников, которые освобождаются от уплаты транспортного налога. Это герои Советского Союза, герои Российской Федерации, чернобыльцы, инвалиды, получается, всех категорий, имеющие в собственности легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Общественная организация инвалидов. Освобождение от налога производится в отношении одного транспортного средства. То есть, если вы имеете там 2-3 автомобиля в собственности, льгота будет распространяться только на одно транспортное средство. Что касается пенсионеров, у них тоже есть льгота по транспортному налогу, но уже в размере 50%, опять же, если у них в собственности есть легковой автомобиль с мощностью до 150 лошадиных сил. Новая льгота предусмотрена для многодетных семей, имеющих 4 или более несовершеннолетних детей. Здесь тоже предусмотрена налоговая льгота в отношении одного транспортного средства, которое имеется в собственности у этой семьи. Чосол, Хадижа Салаватовна, чино умудизо кэллохне кюпата ихти закондари ихти казилвилери дигишвилер хаила час хабарда чи агали ралагарда ках колахта агал нархуй.